Друзья, ну что, мы рады приветствовать вас у экранов телевизоров. Это проект «Испытано на себе». И сегодня, как видите, мы будем кататься на велосипеде. Но не просто кататься, а участвовать в веломарафоне «Салют Победа», который пройдет по маршруту Покровск-Якутск. Ну что, давайте посмотрим, как это было и как это будет. Анатолий, расскажите вообще про это событие. Ну, это событие уже, ежегодное. С 2006 года, по-моему, да? 2006 года проводится, ага. Ежегодно. Один раз только не было, в 2000 году не проводили из-за пандемии, а так ежегодно проводим. В 2020 году. в 2020? Да. Вообще сегодня вот мне как участнику интересно узнать, какие вот условия для марафона. Вот, то есть вы каждый год же участвуете, проводите, да? Вот, сам тоже участвовал. Ну вот, тем более. Сегодня как вот ветер, дождь или что-то обещает? Вообще, какие условия на трассе будут? Вчера по погоде, если смотреть, там после обеда дождь обещает. Ну, пока ясная погода, ветер в спину будет. Попутный? Попутный, да. Хорошо. Сегодня результаты, наверное, шоссейные покажут хорошие результаты. Но сейчас сбор только начался участников, да? Сейчас вот только 11 часов. Так сколько вот ориентировочно планируете, вот сколько участников будет? Ну, в среднем 30 человек бывает. Около 30, да? Да. Самый большой в 2011 вроде был. Там порядка 60 человек было. Ну, я вот смотрел как раз 2010 год, да, там я вот участвовал. Там у меня, кстати, я на это время буду стараться ориентироваться. Это 3 часа 11 минут. Мне надо сделать, хотя бы попасть в этот промежуток. Ну, пользуясь случаем, можете передать пожелания участникам веломарафона? Ну, всем участникам попутного ветра не ломайтесь и соблюдайте правила дорожного движения. Роман Дмитриевич, расскажите про сегодняшние соревнования. Ну, сегодняшняя велогонка у нас традиционная, она проводится каждый год, канун 9 мая, и она посвящена 9 мая, Днем Победы. Ежегодно участвует около 40 веллеров и проходят на очень высоком организационном уровне. Приезжают со всей республики веллеры. Уже проводится давно уже. Вкратце про маршрут, который предстоит пройти участникам. Маршрут у нас такой. Старт со дворца спорта и финиш Покровский тракт. Там какой километр? В районе поста ГАИ. В районе поста ГАИ, да. Ага. Хорошо. Это около 65 километров, по-моему, Это где-то мы измеряли, где-то 70 с лишним километров. Получается, 70. если отсюда считать, да, с дворца спорта считать, Ага. это Хорошо. 70 с лишним километров получается. Спасибо. Друзья, ну что, я записался, соответственно, уже регистрацию прошел, и вот здесь приехали девушки с горного Улуса. Давайте мы с ними сейчас познакомимся. Здравствуйте. Вы приехали на соревнования. Да. Вы уже участвовали в таких? Нет, первый раз. Первый мы раз. Ага, совсем новички. А с горного откуда именно? Берегистях? Берегистяха? Своим ходом? Нет, на машине нет. Так мы не рискнули пока что. А вообще там тоже у вас велосообщество, вы участвуете, там соревнования проводятся? Или, вообще расскажите про велодвижение именно в Горном Улусе. В Горном Улусе в Берегистях есть филиал фитнес-центр Bodyline, направление Cycle. Я тренер там работаю. здорово. Ага. Ваши ожидания от гонки? Финишировать. Самое главное Хотя бы так, финишировать. да. Потому что на велосипеде я вообще не ездила.
Даже вообще только для меня открытие это получается. То есть в основном, ну, вы тоже на сайкл, да, Да, сайкл на сайкл. посещаете, и сейчас это вот именно практика такая, да? Да, проверить просто, А посмотреть, велосипед что вы это только вот такое. приобрели в этом году? 4 дня назад. 4 дня назад? Ну, мы желаем вам удачи, успехов. Спасибо. Да, еще увидимся на трассе. Володя, вот мне как, ну, человеку, который в 2010-м участвовал, да, вот в этом году очень сильно волнуюсь. Вот тебя советы, как от многократного победителя этих гонок. Что можешь посоветовать? Как бы начинать не слишком быстро. Вот главный В совет. своем темпе, да? Да. Следить за водой, следить за питанием, не перестараться. Прежде всего здоровье главное. А вот у нас есть там такая точка, это Табагинский, да, вот этот мыс, подъем. Вот как его как бы более-менее нормально преодолеть? Ну как бы тоже в своем темпе, снизить скорость, сбросить передачу и ехать. Ну я еду обычно по пульсу. По пульсу? Да, чтобы он в облака не вылетал. Ага. Это какой примерно промежуток? Ну, у каждого индивидуально, я, допустим, 170, 180. Для меня это нормально, для любителей, допустим, может быть очень много. Сейчас буду держать 180 пульсом. Просто если поднимете пульс, потом его сложно будет опустить. Ага. Как-то так. Так, Сергей, ну ты достаточно тоже такой, как постоянный участник велодвижения, да? Сегодня ты участвуешь, когда последний раз участвовал в лосиных бегах? Так, ну я последний раз в 19-м, в прошлом году 21-м пропустил, 20-го вообще не проводили. Вот в 19-м участвовал на шоссейнике. Так, еще до этого несколько раз тоже на шоссейниках участвовал. В этом году решил на МТБ. Ну, МТБ Состояние дороги тоже там. сложновато, да, для шоссейного этого велосипеда. Ну, МТБ у тебя тоже непростой, облегченный. Сейчас мы его, наверное, посмотрим еще. А у тебя какой велосипед самого? У самого шоссейник, карбоновый, да. Самосбор, китайская рама. Ты в МТБ классе, да? А? В классе МТБ Да, в каком в участвуешь? этом году на МТБ поеду. Ага. А сколько тебе лет? Я сейчас ищу, кто второй мой конкурент. Ну, в этом году как раз 40. И, ну, скорее всего, среди мужчин поеду. Молодых. А у меня вот уже нет, у меня уже 41, я ветеран. Хорошо, ну спасибо, ага. Мощный. Какой у него вес? Да ну. А сколько весит? Это килограмм 5, по-моему, 8. Килограмм 8, очень легкий. Вообще у меня мечта вот такой большой насос взять, но они такие дорогие сейчас стали. То есть, ну, достаточно такой жалость. Так, сейчас нужно чуть-чуть подкачать переднее колесо. Так, тут еще манометр есть отдельный. Да. Так. Давление. А сколько тут можно максимум? Надо максимум накачать. Что-то совсем скачало, спустило прям. Не очень хороший это знак. Что если что-то случится на трассе, то я не смогу починить. У меня ремкомплект есть, а насоса нет. Придется ловить ребят, просить насосы. Слушай, вообще оба колеса спустило. Тут в обоих было по 4. Сейчас накачаем на 8 очков. Так, ну что, время у нас 11:25. Народ подтягивается. Это очень хорошо. Солнышко нагревает поверхность. Шины еще больше нагреются. Давление повысится. Грязевая резина будет хорошо идти по асфальту. Это теория. Так, ну что, как видим, много участников у нас. И из горного УЛСа есть участницы. Еще вижу много знакомых лиц. В общем, будет очень интересно.
Так, старт у нас через полчаса. Так, ну что, объявили 5 минут до начала торжественной части, до начала соревнований. И вот у нас Александр. Александр, который уже знаком нашим постоянным зрителям по своему велосипеду. Это старт-шоссе. Сегодня он на нем принимает участие. Александр, расскажи, как ты подготовил? Ну, вообще, что ожидаешь от гонок? Да, конечно, подготовился. Потихоньку смазался, просмотрел, проверил детали, узлы, подогнал под себя. Ну, еще более-менее, чтобы выжить эту поездку. Очень боюсь за перевал, который... За подъем. На подъем, ага. Потому что 4 звезды, это вам не шутки. Но, кстати, организаторы каждому участнику выдают по бутылке воды и по банану. И смотрите, обратите внимание, вот старт-шоссе, да, насколько продуманный велосипед. Можно разместить банан прямо под седлом, и он никуда не денется. А когда нужно, Александр воспользуется этими калориями, да? Ну что, желаем удачи. Я думаю, вас увижу только в спину и буду уже потом догонять. Так, ну что, первый подъем. Фух.
Так, ну что, село Улаханан. Пройдено уже где-то... Так. Сколько мы прошли? 15 километров. Еще даже не начало. Но уже вроде темп пока нормальный, но чувствую, скоро закончится. В целом скорость где-то около 30 км в час. 30-35. Пока дорога позволяет. Воздух свежий. Чувствуется весна. В целом главное идти в своем темпе. Там уже выше, как говорится, не прыгнешь. Так, ну что, судя по GPS-навигатору, пройдено 26 километров от старта. Я подъезжаю к зоопарку Ортодайду. Здесь очень много машин. Сегодня у нас выходной день. Надо, кстати, будет как-нибудь заехать. Так, как раз попал на зеленый сигнал светофора. Ну, в целом, вроде ничего критичного. Свой темп держу. Сейчас, правда, снизилось до 27 км в час. Микроавтобусы, автомобили организаторов и болельщиков потихоньку курсируют. Там на трассе девушки был, по-моему, прокол. Сразу подъехал микроавтобус, помочь. Вот. У меня пока вроде все нормально, все гладко. Самое плохое, что может произойти, это прокол колеса, потому что у меня есть ремкомплект, но у меня нет насоса. У меня были 2 камеры дома, но обе проколотые, в общем, времени не было как-то. Ну, понадеялся на авось. Надеюсь, пронесет. Так, ну что,
В целом вся колонна уже от меня где-то, наверное, разрыв у нас минут 20, если не 30. Очень хорошим темпом идут. Я созванивался с оператором, который снимает они на автомобиле. Вот сейчас уже, наверное, на Табагинском подъеме на границу с Хангаласским улусом подъехали. Эти кадры вы также видите в нашем выпуске. Я здесь как могу тоже стараюсь снимать. У меня две камеры вперед и на меня. В целом вообще ощущения классные. Вот сейчас начинаю чувствовать, что организм разогрелся, так прям очень появилась какая-то дополнительная энергия, можно сказать, это второе дыхание, наверное. Хотя вроде и не уставал. Ну, не будем загадывать. В принципе, впереди еще больше половины пути. Дорога разнообразная. Есть и колдобины, есть и трещины, есть и хороший асфальт. Ну, в целом, все знают, кто ездит по Покровскому тракту. Может даже местами лучше по грунтовке ехать, но тем не менее на грунтовке есть шанс поймать стекло, саморез и так далее. Ну, хотя на обочине тоже есть шанс. Фух. Кстати, вот момент был такой вот, я думаю, многие знают, кто интересуется велосипедным спортом. Есть такое понятие пелотон. То есть участники друг за другом идут как бы в воздушном кармане. И, в принципе, это практикуется даже здесь, в лосиных бегах. Участники, например, если они договорились, допустим, команды идут друг за другом, ну а в конце, например, лидера выпускает, и он занимает первое место, или призовое. Вот, сейчас такой момент я вот на себе ощутил. По-моему, ехала и Епанова. Я, грубо говоря, как только ее нагнал, сразу почувствовал легкость в педалях и как бы не упустил шанс, попил водички, немножко отдохнул, вот, и потом поехал вперед. Но она меня снова обогнала, молодец, вот едет впереди. В общем, я как начал старт примерно в конце, так и двигаюсь. Но в целом так и должно быть, потому что в любом случае, если бы я даже первый стартанул, меня просто обгоняли все. А так вроде бы мой нормальный темп, спокойно, без надрывов. Идем вперед потихоньку. Так, сейчас
Впереди подъем. Я вон вижу даже участников. Надо немножко попить. Всю дорогу не мог застегнуть себе шлем. Расстегнутый. Ехал. Все. А, не, просто шлем расстегнутый был. Все, застегнул. Ты народ уже весь проехал, да? Да. Не-не, нормально есть. Спасибо. Так, ну что, мы где-то практически в конце. Все уже почти проехали. Но если в 2010 году я участвовал там, допустим, попал в 30-ку, сейчас как раз эта 30-ка и участвует. А там было около, ну где-то больше 60 человек точно было. Вот. Ну, для меня сейчас главное время посмотреть, за какое время я успею приехать. То есть сейчас у нас так, час 27. Час 27 я в пути и проехал 40 километров. В целом вроде темп неплохой. Ну, не будем загадывать. Впереди этот подъем. И несколько километров вверх-вниз. Ну что, самое сложное испытание этого маршрута начинается. Сейчас буду играть скоростями. Можно, наверное, уже начать. Трасса оживленная достаточно для Покровского тракта, для выходного дня. Машины, большие грузы особенно. От них прямо такой послевкусие в виде ветра. О, началось. Фу. Главное не спешить. Так, вообще на первой надо включать. На первой. Если еще раз посмотреть на фотографии 2010 года, у меня на колене на правом такая повязка. Я тогда уже то ли надорвал его в тот год. В общем, сейчас особо ничего не поменялось, но я уже нашел более-менее нормальный наколенник, случайно причем. И сегодня его надел. Фу. О, чувствуется. С этой стороны подъем очень конкретный. Не знаю, сколько тут градусов, но он серьезный. Скорость у меня сейчас 8 км в час. Ладно. Фу, так, ну что, граница. Граница. Самое лучшее это, конечно, спуск. Просто кайф. Отдыхаешь, качество вниз, вспоминаешь детство, но потом идет подъем.
сравнила, наверное, когда получаешь зарплату, радуешься, но потом она кончается. Так. Жестко. Резкий подъем такой. В целом загрузка трассы позволяет водителям объезжать велосипедистов. Многие это и делают. Но есть такие, что даже при отсутствии машин на встречке прям пролетают впритык. Не знаю, что хотят доказать. Но в целом это такая проблема есть. Ну что, впереди долгожданный спуск. Сейчас мы будем спускаться в долину Туймада. И можно сказать, что там будет финишная прямая. Так. Когда я был молодой, в 2010 году, вроде никакого страха не было. Сейчас есть некие опасения. В общем, не будем загадывать. Очень аккуратненько спускаемся. Камера не выдерживает, да? 53, но в целом, видимо, парусность позволит больше. 57. А, нет, 52. Чтобы, как говорится, тормозить телом. Мне кажется, ради такого спуска стоило поехать. Слезы текут назад. Класс. 8. В целом уже заканчивается спуск. Я не знаю, слышно ли меня. Так, ну что, финишная прямая. Сколько проехал? Ой.
На выезде из Покровска была средняя скорость такая, ну, спокойно мог держать 36, 30. Вот сейчас еду 32. Кажется, что уже немножко тяжеловато. Так, ну что, финишная прямая, уже вижу людей. Интересно узнать, сколько времени у меня заняло на этот маршрут в этом году. Но что-то мне подсказывает, что гораздо лучше, чем в 2010-м. Надо быстрее заканчивать. Так, ну что, друзья, сейчас мы находимся за постом ГАИ, около поворота на село Хатасы. Здесь финиш велогонки. Сейчас у ребят узнаем впечатления. Ну, мои впечатления, наверное, первые. То есть, ну, я старался, конечно, не угробить себя, то есть шел в своем темпе. В принципе, время сейчас узнаем, сколько вышло. Так, вроде бы, примерно около 2 часов 40 минут. Ну, плюс-минус. Вот, и в целом ветер очень хороший такой в спину. Большая, это лучше, чем он в лицо, как бы, когда дует. Вот поэтому сейчас также на награждении узнаем, какое самое лучшее время было. Мне кажется, что достаточно хороший результат именно в этом году. Так, ну что, все, сейчас будет церемония награждения. Последняя участница. Поздравляем! Прибыла, и сейчас, наверное, будет некий подсчет, может быть, уже все готово, и будет церемония вручения наград и дипломов победителям, участникам гонок. Лосиные бега! И спиками на себе!